Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Валерия Новожилова. И вот главные темы этого выпуска. В Челнах завели уголовное дело по факту обстрела Татарского драматического театра. В произошедшем подозреваются 22-летние местные жители. Новые тротуары, озеленение, парковочные места. Как продвигается реализация республиканской программы «Наш двор». Как оплатить проезд? В Челнах запустили трамваи без кондукторов. Более 10 тысяч километрах на двух колесах. В Челны приехал путешественник, отправившийся из Санкт-Петербурга до Владивостока на самокате. Неизвестные обстреляли панорамные витражи здания Татарского драмтеатра. ЧП произошло накануне ночью. Сотрудники учреждения тут же обратились в органы правопорядка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить правонарушителей. Тему продолжит Лилия Хабибьянова. Видно невооруженным глазом, прям видно, как вот оно пробило еще второе стекло. Вот оно прям, то есть кинетическая сила прям выдавила все вот это вот стекло. Это вулканическое стекло считается очень крепким, однако перед пневматическим оружием оно не устояло, говорит художественный руководитель Татарского драмтеатра Олег Киндиагулов. Заметили повреждения работники учреждения только утром. Мы все пришли утром на работу, и после обхода исполнительного директора Асима Хафизова обнаружился факт, что стреляли по витражным окнам. И, естественно, приняли решение вызвать полицию. Выяснить подробности удалось с помощью камер видеонаблюдения. Одна из них зафиксировала компанию молодых людей. На кадрах видно, что они явно от кого-то прятались, а выстрелы были совершены с другой стороны. Сам факт стрельбы, то есть он как бы не совсем виден, но здесь в парке есть и другие камеры. Вот если когда вы еще въезжали, то есть они здесь установлены, они есть. Вероятно, именно благодаря камерам удалось задержать злоумышленников по горячим следам. В совершении преступления подозреваются двое 22-летних челнинцев. Ими оказались двое местных жителей 2000 года рождения. У одного из них изъят пневматический пистолет. По данному факту Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Расследование этого дела взяла на контроль и прокуратура. Подобные деяния наказываются принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Расследование продолжается под контролем городской прокуратуры. Скорее всего, виновным в стрельбе придется также возместить материальный ущерб. Его пока устанавливают. Лилия Хабибьянова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. В один из дворов города нагрянула проверка. В доме 1107 почти завершены работы по республиканской программе благоустройства «Наш двор». Как и во многих дворах Автограда, здесь расширили парковку, установили освещение и детскую площадку. Идут ли работы по плану и все ли устраивают жильцов, узнала Арина Шамина. Девятиэтажке 1107 более 45 лет. Капитальный ремонт дома проводился в 2019 году, а двор так и оставался без обновлений. И вот, наконец, местные жители дождались реконструкции придомовой территории по республиканской программе «Наш двор». Здесь уже частично выполнены дорожные работы, установлены скамейки, обновлена детская игровая площадка, производится озеленение. Обсуждали проект, куратор приезжал, значит. Там было много вопросов от всех домов, значит, в том числе и от моего дома было. Значит, мы согласовали весь проект, значит, и сейчас по проекту все делается. Устраивает, машины стали парковаться, все замечательно. Я никаких против не имею, я не водитель. Какие у водителей были бы замечания? Думаю, некуда уже замечания. Двор же не расширишь, правильно? А так ребята делают, молодцы, быстро, по всему городу. Качество выполнения работ проинспектировал директор муниципального предприятия автомобильных дорог. Как отметил Марат Анисимов, в набережных Челнах хорошая динамика выполнения проекта. В 29 дворах сейчас работы ведутся по освещению. В 19 эти работы уже завершены. То есть 19 дворов у нас уже освещены и горят новые светодиодные светильники. Хотел бы сказать, что лимит финансирования 1,5 миллиарда на дорожную часть, 185 миллионов это на замену уличного освещения, и 185 миллионов – это замена уличного оборудования и замена МАФов. В рамках республиканской программы «Наш двор» в набережных Челнах будет благоустроено 119 дворов. В 52 из них работы уже ведутся. Арина Шамина, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь.
22 июня. ДК «КамАЗ». Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Питомник «Новый садовник», плодово-ягодные саженцы, декоративные культуры, рассада крупноплодной земляники. Окрестности деревни Азьмушкина. Вы смотрите новости на канале Челны ТВ, и мы продолжаем. Трамваи в Набережных Челнах остались без кондукторов. В середине мая в Автограде стартовал эксперимент. В некоторых вагонах 6 и 8 маршрутов оплату принимает водитель. Можно подводить и первые итоги. Наша съемочная группа узнала мнение пассажиров общественного транспорта, а нужны ли кондукторы. А главное, зачем сотрудники электротранспорта пошли на такое тестирование. Как вы относитесь к тому, что нет кондукторов? Почему? Отрицательно. Вы посмотрите, какое скопление людей. Столпотворение происходит именно из-за отсутствия кондуктора, уверены челнинцы. Теперь выход только через первую дверь. Пассажиры стоят в очереди, потому что билет им продает водитель трамвая. Ему необходимо и деньги взять, и сдачу отдать. Вторая и третья двери для выхода. Они закрыты, пока все не выйдут. Соответственно, пассажиры, которым нужно зайти, ждут на улице. Нужны, конечно, сейчас пик, когда битком в вагоне едет. Не все же могут через диспетчер, через водителя идти. Отрицательно. Почему? Ну, удобно же кондуктор. Подходит, берет деньги и никуда не надо торопиться, стоять в очереди. На автобусах-то нет же кондуктора. Проходим все время вперед, к водителю отдаем деньги. Привыкнем, мы же первый день сегодня, да, конечно, не знаем, что это такое, говорю, дверь не открывается. Человек привыкает ко всему. Зайчики ездят, которые не любители платить. Но на зайцев объявят охоту. По словам сотрудников электротранспорта, будет создана специальная контрольно-ревизионная служба по отлову безбилетников. Эксперимент необходим для изучения пассажиропотока в непиковые часы. Такое тестирование, как нам сообщили сотрудники электротранспорта, будет только в часы не пик. Например, с 11 до 15 часов и с 19 до 22 часов. Для чего это сделано? Чтобы провести, во-первых, анализ, какие пассажиры, в какое время, в каком количестве, по каким видам оплаты они проезжают. И, соответственно, в дальнейшем уже на основе анализа возможность перехода на полную бескондукторную систему работы. Кондукторов оставят только на самых напряженных маршрутах, а на других их должны заменить терминалами самообслуживания. Пассажиры смогут оплачивать проезд банковской или транспортной картой. Ведь такая модель уже существовала и была удобна. К тому же новый способ оплаты позволит сократить оборот наличных денег, узнать о пассажиропотоке, да и человеческий фактор не будет больше помехой. Планируется, что эксперимент продлится до конца июня, после чего и будут сделаны выводы. Эльмира Гайнуддинова, Сергей Вильданов, Кирилл Хабзей. Новости Челны ТВ. А пока пассажиры рассуждают о бескондукторной системе работы в трамваях, дети отдыхают. Накануне прошли первые заезды в лагеря, а в Набережных Челнах свои двери открыли как пришкольные, так и загородные места отдыха для мальчиков и девочек. Мы решили навестить ребят во второй день, когда у них уже сложились впечатления, и они отдохнули после долгой дороги. В детство окунулась корреспондент телеканала Челны ТВ Эльмира Гайнуддинова. Жаль, что мы с оператором Сергеем уже не дети, потому что мы были бы не прочь отдохнуть в оздоровительном лагере «Солнышко». Он располагается в живописном месте, рядом озеро, лес, в общем, красота. Впрочем, отдыхом довольны и дети. Вкусные обеды, веселые развлечения, уютные комнаты. Первое впечатление отличное, говорят ребята. Мне очень нравится в лагере. Отдыхаю тут 6-й или 7-й раз. Мне нравятся тут очень дискотеки. Из-за этого, в принципе, я сюда и приезжаю. Мне тут нравится, что тут можно играть, гулять. А завтрак вкусный был? Чем кормили? Кормили кашей, чаем и хлеб с маслом и сыром. Развлечения просто море. Вожатые просто самые лучшие. Лагерь «Солнышко» относится к санаторию «Радуга». Первый заезд был накануне, а всего их будет 5, в каждом по 18 дней. 60% детей из Набережных Челнов, оставшиеся 40 – ребята из Елабуги, Казани, Менделеевска и других городов и районов республики. Тоже различные смены получаются, то есть это как спортсмены, которые проводят сборы, так общей творческой направленности схемы. И так как мы являемся санаторием, то и по линии Минздрава, то есть тоже есть выделенные путевки от государства, то есть с оздоровлением детей. Смена шоумейкер,
направлена на развитие ассоциативного мышления. То есть дети отдыхают по классической программе и внутрипрофильная программа. То есть каждый день у участников будут упражнения, игры на развитие ассоциативного мышления. В Набережных Челнах будет работать 51 пришкольный лагерь, загородные лагеря «Звездный», «Солнечный», «Крылатый», «Росинка», «Бумажник», «Солнышко» и санаторий «Жемчужин». Всего отдохнут около 200 тысяч детей. Кроме того, выделено 295 мест для ребят из семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. Более 10 тысяч километров на двух колесах. В Челны приехал путешественник, отправившийся из Санкт-Петербурга до Владивостока на самокате. С мужчиной встретился Руслан Бекмухаметов. Еще месяц назад Денис Бритвин был обычным курьером в Санкт-Петербурге, но мечта о большом путешествии по стране перевернула его привычный ритм жизни с ног на голову. 25 апреля мужчина отправился в дорогу. В качестве транспорта выбрал самокат. Как он объяснил, еще никто даже не пытался проделать путь через всю страну таким образом. Катится, едется с горочки, идеально ровный асфальт. С Казани начинается, получается. Самые лучшие дороги, пока даже для асфальта тут предусмотрено. То есть не то что велосипед, а даже самокат идеально катается. Я не напрямую еду, допустим, а вот так по всем городам, вот так вот петлями делаю, примерно 12 тысяч километров получится. У меня были накоплены свои, плюс сейчас идет как бы донат, дополнительная подработка, заработок. Мне хватает, в принципе. Помогают вам? Ну да, помогают везде, в каждом городе получается. Гости же вроде вас приглашают. Ну да, почти в каждом городе получается. Я даже палатку реже использую, чем вот так вот. Вы у кого-то остаетесь ночевать, да? Ну да. Допустим, лагерь на 3 ночи остался, потому что я приехал туда 31 мая. Единственный минус такой поездки – транспорт не выдерживает, делится Денис Бритвин. Чтобы доехать от Санкт-Петербурга до Челнов, ему пришлось сменить 4 самоката. Не раз останавливался на ремонт, чаще всего менял подшипники. 5-й самокат мужчина планирует приобрести в Ижевске. А я не планирую на 2 дня вперед. То есть у меня есть план только до Ижевска и все. Дальше, ага, ой, куда едем? Вот туда едем. Спонтанно все. Ну да, я ничего не... Как можно запланировать? Единственная точка, запланированная заранее, последняя в поездке – город Владивосток. Но до этого петербуржец хочет посетить как можно больше городов по пути, посмотреть, как живут люди, какие традиции существуют в разных регионах, а также чем славится наша страна. Так, в Набережных Челнах Денис Бритвин не только погулял по улицам и паркам, но и, конечно, посмотрел на гордость города – КамАЗ. Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. В православном календаре 2 июня очень важная дата. Верующие отмечают Вознесение Господне. Ранним утром прихожане отправились в храмы, где проводились праздничные службы. В этом году божественную литургию возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Он посетил Боровецкую церковь, для которой Вознесение Господне – престольный праздник. Лилия Гатина продолжит. Вознесение Христа на небо после распятия – одна из главных событий Нового Завета. Именно в честь завершения земного служения Иисуса был назван Свято-Вознесенский собор. Одна из особенностей праздничной литургии – все священнослужители в белых одеждах, символизирующих божественный свет – свет явления Христа Спасителя. «И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами». А в самом храме яблоку негде упасть от наплыва прихожан. Верующие связывают этот праздник с надеждой и верой в лучшее будущее. Сегодня такой праздник Вознесения Господня. Бог показывает, что вот в этом теле, в материальном теле, мы можем вознестись на небеса и стать святыми. Ну, вот как получится. Призываю всех совершать дела милосердия. Дай Бог всем здоровья, любви, веры. Ну и надежда на лучшее. Праздник, конечно, очень большой. И я всех поздравляю, всех православных, и всех, кто верит, и кто тоже здесь причастен. Провести службу и совершить крестный ход прибыл митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Он поздравил прихожан с престольным праздником и прочитал наставления. Внутренняя порядочность, она должна быть в жизни каждого из нас. Потому что, когда мы это все теряем, то все остальное, что бы у нас не было, оно как-то теряет эти краски, смыслы уходят. Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи. Таким образом, дата этого праздника переходящая, как и у следующего – Святой Троицы, который наступает ровно через 50 дней после Пасхи, то есть в этом году 12 июня. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ.
Из судьи в художнице. В Набережных Челнах проходит персональная выставка Ольги Новожиловой под названием «Вдохновение». Представлено более 40 картин в акварельной технике. С челнинкой встретилась Арина Шамина. Ольга Новожилова начала свою творческую деятельность в 2017 году, когда ушла в отставку. Женщина много лет проработала судьей. Художественного образования не имеет, вдохновляется картинами других мастеров. Одной из любимых акварельных техник является рисование по-мокрому. Потому что это такая техника, акварельную бумагу мочим с двух сторон, то есть по-мокрому мы пишем. И пишем акварелью. Акварель – это аква – вода, арель – это пигмент, то есть влажным по влажному. И надо найти такой момент, чтобы пигмент не расплылся, тогда картину не получится, это просто нужно выкидывать. Ольга Новожилова пишет пейзажи, портреты, натюрморты. Наконец, челнинка открыла свою первую персональную выставку и представила более 40 картин. Открытие, ее дебют творческий, был воспринят челнинской публикой очень позитивно. Было очень много хороших отзывов и слышались слова именно пожелания ей дальнейшего творческого роста, развития. Художница также решила подарить одну из своих работ в фонд картинной галереи. В этом году я нарисовала эту работу, считаю ее достойной, чтобы она была в фондах картинной галереи нашего города. Челнинка надеется, что подобные выставки сможет открывать регулярно. Она планирует совершенствовать свое мастерство и учиться новым техникам. Ну а действующая выставка продлится до 12 июня. Арина Шамина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Это все новости на сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды сразу после новости на татарском языке. Не переключайтесь.